18 июня 1840 года русский поэт Михаил Лермонтов был командирован на левый фланг Кавказской линии в крепость Грозную в экспедицию в отряде под начальством генерала-лейтенанта Голофеева. Уже в начале июля отряд, в котором находился Лермонтов, выступив из крепости Грозной, переправился через реку Сунжу и через ущелье Ханкала с боями продвинулся в Старые Тагил. В середине июля он участвует в сражении при реке Валерик. Этот же бой и лег в основу его знаменитой поэмы «Валерик». В общей сложности Михаил Лермонтов на Кавказе с небольшими перерывами провел почти 4 года. Лермонтова сослали на Кавказ в действующую армию за поэтическое вольнодумство. Гуманизм Лермонтова, его интерес и симпатии к горской культуре отозвались глубоким интересом чеченского народа к личности поэта и его творчеству. Его именем в Чеченской Республике были названы населенный пункт, скверы, улицы и драматический театр. 14 июня 1860 года в Аргунском округе вспыхивает восстание под руководством бывших наибов Шамиля Атабая Атаева и Умы Дуева. Восстание длилось недолго. Уже к началу 1861 года оно было жестоко подавлено. Руководители восстания Ума Дуев и Атабай Атаев сосланы в Сибирь. Атабай Атаев, выходец из аула Чунгуруэн-Эула, ныне несуществующего. При Шамиле был наибом ряда аулов в Большой Чечне, а Ума Дуев, выходец из общества Зумсой, был наибом села Зумсой. Дуев вскоре после ссылки был возвращен и избран старшиной Зумсоя. Тем не менее, уже к концу 1877 года вновь предпринимает попытку организовать сопротивление и выступает совместными действиями вместе с имамом Алибеком Хаджи. Восстание также было подавлено, а руководители восстания, в том числе и Ума Дуев, были повешены в Грозном 6 марта 1878 года. 17 июня 1865 года первая партия чеченских переселенцев прибывает на русско-турецкую границу. Чуть ранее, в апреле того же года, уже после окончания Кавказской войны, первые 50 чеченских семей, спровоцированные царскими агентами, согласились эмигрировать в единоверную Турцию. С подачи властей организатором переселения выступил Муса Кундухов, который под этот проект тайно получил от властей крупные денежные средства. В течение нескольких лет в общей сложности было переселено около 5 тысяч чеченских семей, что составляло около 22 тысяч человек, земли которых правительство впоследствии отобрало в пользу казны. В последующие годы, после множества лишений, обманутые переселенцы не раз предпринимали отчаянные попытки пересечь турецко-российскую границу и вернуться на родину. Однако вернуться на историческую родину удалось лишь незначительной части. Магомед Мусаев родился 15 июня 1915 года в селе Алды. Окончив сельскую школу, будущий писатель поступил в Грозненское нефтяное училище и в 1931 году пришел работать на Грозненский нефтеперерабатывающий завод. С 1938 года до начала Великой Отечественной войны Мусаев работал редактором Чечено-Ингушского радио. Добровольно ушел на фронт, но в 1942 году был демобилизован по состоянию здоровья. Он снова возвращается на радио, где и работает до дня депортации. Первый рассказ «Золотая осень» был написан им в 1939 году. По данному произведению сразу же прозвучала литературно-музыкальная передача в радиоэфире. Стало ясно, что в чеченскую литературу пришел новый писатель. В ссылке Мусаев жил в Джамбульской области, меняя профессии от строителя до учителя и продавца. В 1957 году возвращается в Грозный, заочно оканчивает Чечено-Ингушский государственный педагогический институт и с 1958 года до 1975 работает старшим редактором редакции художественной литературы Чечено-Ингушского книжного издательства, где в 60-м и выходит его первый сборник повестей и рассказов «На рассвете». В последующие годы им было создано множество литературных произведений, в том числе для театральной сцены. Его вклад в развитие культуры был оценен высоко. Он награжден медалью «Ветеран труда» и отмечен почетным званием заслуженного работника культуры ЧССР, был членом Союза писателей и Союза журналистов СССР и России. Магомед Мусаев скончался в 1999 году. Саид Магомед Хасиев родился 20 июня 1942 года в селении Курчалой. Вместе с семьей был депортирован в Киргизию, где пошел в школу в 50 году. На родину вернулся в 57 году. В 64 году окончил Чечено-Ингушский государственный педагогический институт, историко-филологический факультет и устроился работать учителем в родном Курчалое. Был в археолого-разведочном отряде археологов Марковина и Крупнова. Таким образом, окончательно и связал свою судьбу с исторической наукой.
Москвы. Окончил аспирантуру в Институте этнографии имени Микулы Хамаклая, Академии наук СССР в Москве по специальности Кавказовед. В 1973 году возвратился к работе в Чечено-Ингушском научно-исследовательском институте, где защитил кандидатскую диссертацию. С июня 1991 года до конца 2000-го работал директором фольклорного центра при Министерстве культуры ЧССР, а затем и Чеченской Республики, которая преобразована в 1995 году в Центр этнокультурного развития. С начала 2001 года работает в Национальном музее Чеченской Республики, заведующим лабораторией древних рукописей, и на кафедре мировой культуры и музееведения ЧГУ. 12 июня 2000 года Ахмад Хаджи Кадыров назначается главой администрации Чеченской Республики, и буквально через несколько дней после своего назначения он выступает с заявлением, в котором призывает членов незаконных вооруженных формирований прекратить сопротивление, сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Этот призыв, по большому счету, и стал своего рода прелюдией нескольким амнистиям, которые позволили вернуть к мирной жизни более 7 тысяч бывших членов НВФ.